Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Прилетели! Ведется расследование, почему Ростовская область дала такие сопроводительные документы. Что собираются делать с мясом, зараженным птичьим гриппом, в репортаже Альбины Асылгараевой. Возвращение тепла в столичные дома. Обещал с утра тепло дать. Но до тех пор ждем, но его нету. Где отопительные батареи заработают максимально оперативно, знает Альбина Минибаева. Короткая, но насыщенная сессия. Вы все его знаете, человек не новый. Кто стал первым вице-премьером, как изменили земельный кодекс и чем займутся муниципальные вытрезвители, узнал Дмитрий Аринин. Сохранят ли историю? Как любовно ее складывали. То есть, если бы ее хотели куда-то там закатать, ее бы закатали. Как будет выглядеть Лебедевский мост после ремонта, знает Адель Кламиц. Птичий грипп посеял панику в районах Татарстана. В Лаишево уничтожает кора, а в Набережных Челнах и другая напасть. Индюшатина, которую продавала челнинская фирма, оказалась тоже заражена птичьим гриппом. Производители из Ростовской области на контакт не выходят. Сейчас решается вопрос, что делать с тоннами продукции. В Нижнекамске, где пока все спокойно, идут проверки птицефермы. А фермеры уже не знают, что делать со своими подсобными хозяйствами. Как летит вирус на крыльях? Альбина Асылгараева. Директор челнинской компании «Камрегионпродукт» не понимает, как могла поступить зараженная вирусом индейка. Ведь поставщик из Ростовской области – крупнейший агрохолдинг в России. Их продукция на большинстве прилавков торговых сетей. Раньше проблем не было. Она приходит у нас со всей документацией, что все нормально, все качественные удостоверения, все ветеринарные формы у нас имеются. Мы сами кушали эту продукцию каждый день. И у нас и внуки кушали, и дети кушали эту продукцию. Сейчас партия зараженной индюшатиной опечатана на складах. Это более 300 тонн. Часть продукции все же успела попасть на прилавки магазинов. Пока же случаев обращения от покупателей не зафиксировано. Сейчас выясняют, как зараженная птица смогла попасть в Татарстан. Вся эта продукция из компании «Еврадун» Ростовской области поступала в нашу республику со всеми разрешительными сопроводительными документами и с лабораторным подтверждением. Запретить эту продукцию ветеринарной службы не было никакой права, поэтому сейчас вот ведется расследование, почему Ростовская область дала такие сопроводительные документы. Что делать с зараженным мясом, думают сейчас и в Лаишевском районе. Под угрозой уничтожения находится почти 500 000 кур. Здесь также обнаружен вирус. Были вот определены те поставщики, по которым, значит, птицекомбинат Лаишевский работал, и, соответственно, мы приостановили, то есть Роспотребнадзор приостановил вот эту продукцию. Мы смотрим, если эти партии продукции из этого появятся, будем, значит, ограничивать реализацию. Не пропустить вирус – главная забота в соседнем Нижнекамском районе. Пока случаев не зарегистрировано. Птица в районе здоровая, говорят ветеринары. На территории города есть только одна птицеферма, она под особым контролем. Мы мониторим, значит, не только вот эти вот эту, но и дикую птицу, которая тоже может к нам прилететь в виде птичьего гриппа. Но это спорадический, это периодический выборочный контроль. Мы его осуществляем с помощью ветеринарной службы. Но если вирус птичьего гриппа в районе будет обнаружен, санитарные службы начнут проверять не только комбинаты, но и домашнюю птицу в подворьях местных деревень. Альбина Асылгараева, ТНВ, Нижнекамск, Набережные Челны, Лаишевский район. Отопительный сезон возвращается. Из-за погодных условий столичная мэрия приняла решение снова пустить тепло. В первую очередь в детские сады, школы и медицинские учреждения. Дальше батареи должны стать горячими и в жилых домах. Альбина Минибаева знает, почему некоторым придется подождать. Колготки надеваем, штаны с начесом с начала мая. Дома очень холодно. Одежда в 3 слоя, спасение для малышей в этот холодный месяц мая. В квартирах температура скорее осенняя, а отопление уже отключили 28 апреля. Вот и Гульназ Гайнуддинова спасает себя и сына, а мира, можно сказать, зимним гардеробом. Носки, водолазка, теплая кофта, теплые штаны. Далеко не убираем.
Все в шкафу, под рукой. Холодно, конечно, холодно. И на улице холодно, и в квартире холодно. Май подвел как любителей тепла, так и коммунальщиков. Сейчас разгар работ по ремонту и опрессовке отопительных труб, а столбики термометра еле поднимаются выше 10 градусов. Сегодня Казанская мэрия приняла решение снова возобновить подачу тепла. В эту сырую, дождливую и холодную погоду больше всего повезет жителям Вахитовского, Приволжского и Советского районов. Им обещают дать тепло уже к концу этого дня. А вот тем, у кого квартиры в так называемом районе Заречья, придется подождать. Нет технической возможности дать оперативно тепло. Идет опрессовка труб. Сегодня мы проводили совещание с энергетиками, и они подтвердили, что после проведения опрессовки, там, где не будет выявлено никаких повреждений, они оперативно подготовят схему подключения и подачи теплоносителя, в том числе и на остальные объекты тоже. Термометр 20 на сегодняшний момент 24 градуса. В приоритете, конечно же, детские сады. К полудню в число теплых попали 49 дошкольных учреждений. К концу дня их количество должно удвоиться. В 67-м детском саду отопление успели подать уже накануне. Контролируем ситуацию. В интернете смотрим примерные температурные спады и понижения. Поэтому, соответственно, были готовы. И в письменном виде написав, мы уже обратились в организацию. Обещал с утра тепло дать. Но до тех пор ждем, но его нету. Ну, в общем, действительно холодно. Холодно. И это не удивительно, кардинального потепления не обещают. Более того, сегодня в Чистополе, Рыбной Слободе, Алексеевске и в других поселках республики выпал снег. За новый отопительный сезон владельцы квартир заплатят по факту, а бюджетным учреждениям деньги выделят из городской казны. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Новым первым вице-премьером Татарстана стал Рустам Нигматуллин. Сегодня это предложение президента республики одобрили депутаты Госсовета. Также парламентарии внесли изменения в земельный кодекс. Они позволят наполнить деньгами фонд помощи пострадавшим вкладчикам финансовых организаций. О чем ранее Рустам Минниханов докладывал Владимиру Путину. Подробнее об этих новостях и возвращении в республике вытрезвителей расскажет Дмитрий Аринин. Несмотря на сессию в Госсовете республики, тихо и пусто сегодня стало непривычно рано, уже к 12 часам дня. Собственно, и повестка-то была короткой, и в пояснительных материалах значился всего один документ – изменения в Земельном кодексе. Сегодня в его 33-й статье решением депутатов появился 5-й пункт. По нему бизнесмены смогут получать государственную и муниципальную землю без торгов. Это в том случае, если они будут создавать инвестиционные проекты и часть прибыли от них отдавать для помощи пострадавшим дольщикам и вкладчикам. Пока, значит, у нас есть 2-3 земельных участка, конкретно один земельный участок около 700 гектаров в Аракчино, значит, который будет работать под этот закон. А потом будем делать инвентаризацию и будем решать. А что за инвестиционный проект? Это инвестиционный проект будет, вот согласно приняли закон, там будет строиться жилье, коммерческое жилье. Также депутаты одобрили назначение первого вице-премьера республики. Им стал Рустам Нигматуллин. Он более 20 лет проработал в Казанском исполкоме, а в последние годы являлся первым вице-мэром. Его кандидатуру предложил президент республики, а депутатам представил премьер-министр. Рустам Камильевич курировал важные и ответственные вопросы. За время работы зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, обстоятельный хозяйственник и профессионал, человек с активной жизненной позицией. Сам Рустам Нигматуллин сегодня, как говорят, проявил свою главную черту – немногословность. Рустам Камильевич, у вас есть желание что-то высказаться до голосования? Нет, вы все его знаете, человек не новый, ни в Казани, ни в целом республике Татарстан. Решение принимается. Поздравляем вас с высоким доверием. Я думаю, будем слаженно работать и с депутатским корпусом. Успехов вам! Сегодня решился долго обсуждаемый вопрос по вытрезвителям. По решению Госсовета, чтобы татарстанцы побыстрее возвращались в трудоспособное и трезвое состояние, в республике снова заработают медвытрезвители. Только теперь заведовать ими будет не МВД, а муниципальные власти. А это нужно? Ну, во-первых, на улице валяются и дети ходят, и другие, и третьи. Это ненормально раз. А зимой они замерзают еще плюс к тому же. Еще депутаты сегодня дали местным властям больше полномочий в контроле за долевым строительством и жилищными кооперативами. А государственного советника сегодня поздравил весь зал. Напомним, 2 неделями ранее Владимир Путин присвоил первому президенту республики звание Героя труда России. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Главный трофей предстоящего Кубка Конфедерации сегодня привезли в Казань. Одним из первых его увидел президент Татарстана. Уникальная возможность сфотографироваться с Кубком была и у детей. Их пригласили, чтобы вручить почетные медали от Макдональдса. 40 казанских ребят стали настоящими счастливчиками. Именно они будут выводить футболистов именитых сборных на поле. Всего будут задействованы 88 детей из Казани. Еще 48 предстоит отобрать через конкурс. Хотел бы пожелать нашим юным футболистам изменить ситуацию в футболе в нашей стране. Нам стыдно, что такая держава Россия не имеет достойных результатов. Много у нас футболистов, но результатов. Но вы наше будущее. В семьях, которые являются или многодетными, или семьями, которые нуждаются в поддержке. И мы решили, что половина этих приглашений пойдет таким детям. Сегодня можно говорить о том, что объявился уже официальный конкурс на чемпионат мира по футболу, то есть это открытая заявка. Учить татарской выпечки не будем, а вот осваивать робототехнику – да. В Москве определяются с перечнем испытаний, так называемых компетенций для участников мирового чемпионата WorldSkills. Он пройдет в Казани в 2019 году. Но ближайшие экзамены для юных российских умельцев состоятся уже через 4 дня в Краснодаре. О том, с какими настроениями едут татарстанцы в Краснодар, знает наш собственный корреспондент в Москве Дина Газалеева. На низком старте сейчас все региональные команды России. В ближайший понедельник в Краснодаре начинается финал 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». А это значит, неделя для юных специалистов выдастся горячей. Настроение достаточно боевое, несмотря на то, что многие ребята там действительно молодые, которые фактически впервые принимают участие в подобного рода чемпионатах, когда на тебя смотрят десятки тысяч зрителей. Очень важно сконцентрироваться, уметь отвлечься от всего и быть настроенным только на результат, на выполнение тех иных заданий. В команде Татарстана 81 человек – рекордное число. Молодые специалисты, младшему из которых 16 лет, а старшему 25, настраиваются на победу. За плечами месяцы подготовки, практика на предприятиях и даже работа с психологами. Участников WorldSkills настраивают на результат. Сейчас республика в лидерах российских этапов. Татарстан – это Москва, это Московская область, это Свердловская область, Новосибирск. Можно сказать, что есть еще несколько регионов, которые достаточно быстро стартуют. На предстоящих в Краснодаре соревнованиях татарстанцам предстоит показать свои умения сразу по 110 компетенциям. 5 из них – это так называемые профессии будущего, например, робототехника. Информационные системы и программирование – очень высокий конкурс. Больше 10 человек на место. Конкурс практически вузовский. Как сегодня заявили в Москве на пресс-конференции в РИА Новости, накануне старта национального финала конкурса в Краснодаре презентуют символ мирового чемпионата, который пройдет в Казани в 2019 году. В рамках церемонии открытия широкой общественности будет представлен талисман по имени Skillsy. И с этого момента он станет непременным гостем всех конкурсных программ WorldSkills до 2019 года. Дина Газалеева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. Сегодня к фермеру Мурату Сиразину в Верхнеуслонский район приехали судебные приставы и полицейские. Пришли за штрафом, который он должен был выплатить по решению суда за незаконное пользование участком. Мурат Сиразин же утверждает, что получил землю с разрешения главы района. На контакт с приставами он идти отказался и даже забаррикадировался в доме. Мне звонили очень большие люди из правительства. Они сказали, что сейчас привезут, за меня заплатят деньги, штраф. И потом будет создана комиссия по незаконному оформлению земли вот этими организованным преступным сообществом. И по многомиллионным хищениям завода. Там не буду платить, потому что это незаконно. Как отмечает ведомство, приезд приставов к должнику – рядовой случай. Однако в этот раз пришлось привлечь даже полицейских. Сам он добровольно платить отказался. В отношении гражданина возбуждено 13 исполнительных производств. 13, по различным категориям. Это, кредиты, госпошлина, а также административный штраф. Есть долги с 2016 года, административный штраф с апреля 2017 года. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Переподготовка нанокадров. Чему научат специалистов в Центре повышения квалификации? Альбина Слагараева. Сохранят ли историю?
как любовно ее складывали. То есть, если бы ее хотели куда-то там закатать, ее бы закатали. Как будет выглядеть Лебедевский мост после ремонта, знает Адель Кламиц. Был рожден покорять небеса. В Дрожжановском районе празднуют юбилей именитого земляка Петра Дементьева. При жизни он вывел советский авиапром на принципиально новый уровень. Заводы, улицы. Имя Петра Дементьева увековечено по всей России. Рамиль Шайдуллин с родины авиатора. Небо над Старым Дрожжановым рассекают самолеты не для парада, а в память о ярчайшем представителе района. 110 лет тому назад здесь родился экс-министр советского авиапрома Петр Дементьев. То, что я увидел, это, конечно, потрясает. То уважение, которое проявляется к моему деду на родине, это стоит многого. Гордиться дедом Федору Дементьеву приходилось не раз, а вот на историческую родину приехать не получалось. Первые впечатления самые искренние, в восторге и от мемориала имени деда, и целого парка. Дальность полета 990 километров. Парку имени Петра Дементьева без малого 3 года. Открылся в 14-м. Тогда завезли первую партию техники. Танки, ЗИЛы и вертолеты из Смоленска, Екатеринбурга и Ставрополья. Эти постаменты пустуют временно, пока не приехали новые экспонаты. Но скоро здесь окажется боевая машина десанта, а рядом приземлится вертолет Ми-2. Пополнение ждут уже в этом году. Очень приятно, что мы помним имя этого великого человека, который сделал для авиапрома нашей страны очень много. Уже 34 года он был замнаркомом и отвечал за эвакуацию авиационных заводов. Чем сегодня откликаются дела отца советской авиации, говорят уже со сцены районного ДК. Его именем сегодня названы улицы и учебные заведения. При его участии были созданы крупнейшие авиационные заводы. Такой Ульяновский авиастар. Это очень большая гордость для нас. Тем более вот сейчас открытие парка было, да, ведь видите сами, как красиво все сделали. Гордость за земляка по сей день жива. Четверть века на должности министра. Такие рождаются раз в столетие. Уже 10 лет дрожжановцы ждут нового знакового момента. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Дрожжановский район. 3 месяца живут по сухим законам. В Бугульме жители целой улицы вынуждены носить воду с колонки или закупать ее канистрами. С марта здесь в кранах нет никакой воды. Устав жить в сухую, жители обратились за помощью в нашу редакцию. Подробности этой истории смотрите в вечернем выпуске новостей в 21:30. 4-й в России и 1-й в Татарстане. Центр обучения специалистов в сфере нанотехнологий открылся в Казани. Повышать квалификацию будут в технопарке «Идея». Центр заработал в рамках исполнения поручений президента республики при содействии Роснана. Как повысить квалификацию и так высокопрофессиональных специалистов, Альбина Слгараева. Оборудование для профподготовки, которое находится у нас, дальше мы его посмотрим. Лаборатории технопарка «Идеи» станут классами для переобучения наноспециалистов. Оборудование здесь самое современное. Пока повысить квалификацию можно будет по 2 компетенциям. Специалист в области испытания технологической продукции, специалист в области контроля за производством инвестиционных материалов. Если говорим о том, какие у нас планы на осень, наверное, в первую очередь. Центр открылся в рамках исполнения поручения президента республики при содействии Роснана и стал 1-м в республике и 4-м по стране. Республика Татарстан один из немногих субъектов Российской Федерации, который имеет собственную программу развития наноиндустрии. Сегодня является лидером по объемам произведенной нанотехнологической продукции. По итогам прошлого года занимает 1-е место в Российской Федерации и, соответственно, как говорится, сам Бог велел именно на этой территории открыть очередной центр квалификации. Это часть той большой работы, которая проводится сегодня в республике, включая создание ресурсных центров, технопарков, других элементов инфраструктуры, которые позволяют выстроить стройную систему взаимодействия системы образования и наших промышленных предприятий. Технопарк как база для центра выбран не случайно. Здесь ведут работу в разных направлениях при активном сотрудничестве с предприятиями города. Сегодня в торжественной обстановке «Идеи» вручили сертификат на проведение занятий. Альбина Слгараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Спасти брусчатку, а вместе с ней и вековую историю просят казанцы. В конце апреля на Лебедевском мосту, который соединяет Булак, начали менять асфальтовое покрытие. Под старым слоем обнаружили уникальную брусчатку. С просьбой ее восстановить горожане обратились в различные инстанции. Адель Кламиц о том, удалось ли отстоять первозданный вид исторического объекта Казани и почему мост так ценен.
Сняли старый асфальт с Лебедевского моста, и я, пробегая мимо, увидела вот на самой верхушке моста вот проплешины старой брусчатки, обнажившиеся брусчатки. Увидела, сфотографировала и тут же опубликовала снимок в соцсетях. Фотография вызвала интерес у казанцев. Тут же публика среагировала, потому что все в один голос сказали: а давайте сохраним. Инициативная группа направила сразу несколько запросов: петицию в Народный контроль, обращение к помощнику президента республики Олесе Балтусовой, письма в СМИ. Но ремонт на мосту продолжался и даже близился к концу. Закрыли свежим асфальтом, то есть дорожные рабочие очень оперативно сработали. И только к 6 мая сработали уже чиновники и дали распоряжение все-таки снова этот свежий асфальт снять и снова провести исследования по поводу этой брусчатки. Лебедевский мост строили долгих 6 лет, сдали лишь в 1907 году. Это единственный каменный мост в Казани и единственный сохранившийся с дореволюционного времени. Все остальные мосты по Булаку 50-х годов. Ну а брусчатка, она аутентичная. В Казани тоже нет ни одного места, где сохранилась брусчатка. Поручение сохранить брусчатку на мосту дал президент Татарстана, говорит помощник Олеся Балтусова. Для Казани это важный исторический объект. Ценно, конечно, что это мост архитектора Льва Харчановича. Это единственный мост, спроектированный им здесь, в Казани. Он сохранил свою архитектуру. Вот это знаменитый горбатый мост, он у нас один на Булаке. Мы видим сейчас, как собирают камни, их увезут на базу и очистят, а после вернут обратно на мост и выложат в ту же композицию, что была до этого. Будет произведена укладка бетона монолита марки 350 армированного, и сверху будет уложена та же самая брусчатка. Работы на мосту планируют завершить к старту Кубка Конфедерации. Тогда здесь вместо асфальта все увидят уникальную брусчатку из прошлого. Адель Коломийца, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Пострадали все, кто находился в машинах. Крупная авария на Фермском шоссе в Казани. Подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До встречи в 21:30. Уверенность в своем здоровье – ключ к долгой и счастливой жизни. Компьютерная томография от 1650 рублей. 590-03-03. Только до конца мая. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 80 тысяч. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Пятерочки. Пенсионерам скидки на продукты и напитки. По понедельникам скидка 10%. Пятерочка выручает. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277 82 29. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии весь май 4500 рублей. 555 44 44. 21 до мая вся Россия приезжает. Юбилейный караван. В Татарстане будет он. Будут песни и обряды. Всех в Никольском видеть рады. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет всех с Днем Победы. Только с 10 по 11 мая принимаем сбережения под выгодный процент. Ждем вас по адресу Чистопольская, 55. Только в мае. Удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированный приз. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. Данила Мастер. Скидка пенсионерам 30%. 202 38 32. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 пятерки 3 единицы. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Волга Радиосы. Мы первые в Татарстане.
Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Владимир Путин забросил 7 шайб в матче ночной хоккейной лиги в Сочи. Команда президента России «Легенды хоккея» выиграла со счетом 17-6 у сборной НХЛ. Матч состоялся в Сочинском дворце спорта «Большой». Президент по традиции вышел на лед в майке под номером 11. В первом периоде глава государства записал на свой счет одну заброшенную шайбу и несколько результативных передач. Во втором отличился трижды, в третьем забросил 2 шайбы на первых минутах игры и еще одну на 14-й минуте. В составе «Легенд хоккея» выступили также глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, известные хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов и другие. Отметим, что сейчас в ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18 до 45+. Теперь в матчах лиги участвуют и женщины, всего 800 команд. Развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами. И вы знаете, кого бы я хотел особо поблагодарить? Не спонсоров, им, конечно, большое спасибо. Не даже организаторов, им тоже большое спасибо. Членов ваших семей. Вот им за поддержку большое спасибо. 2 серебряные медали по итогам чемпионата и Кубка России. Именно с таким багажом завершили сезон ватерполисты «Синтеза». Сегодня в Министерстве по делам молодежи и спорту команду принимал Владимир Леонов. Профильный министр сам наблюдал за финальными поединками, как в Казани, так и в городе Волгоград. К сожалению, всего один шаг отделил «Синтез» от чемпионства России. По сумме 3 матчей команда уступила волгоградскому «Спартаку». А на домашнем финале Кубка страны вовсе победителя определяли в серии пенальти, где удача вновь улыбнулась нашим соперникам. Еще одним достижением для татарстанского водного пола стал выход в полуфинал нашего второго коллектива «Синтез УОР». «Синтез» в этом году вырос. «Синтез» сегодня составил серьезную конкуренцию все-таки той команде, которая достаточно долгое время была таким столпом и остается столпом водного пола в стране, «Спартак Волгоград». Но команда в хорошем таком в хорошем настроении. Не все так гладко складывается для баскетболистов казанского «Уникса». Команда Евгения Пашутина в эти дни проводит четвертьфинальные матчи единой лиги ВТБ. Третью ключевую игру серии против краснодарского «Локомотива» казанцы начали в заметно измененном составе. На старте вышли Хайкин Колом, Кит Лэнгфорд, Евгений Воронов, Марко Банич и Артем Пороховский. Отметим возвращение в строй «Локомотива» Мэтта Дженнинга. Самой неудачной для «Уникса» выдалась вторая четверть, в которой хозяева умудрились опустить соперника на 8 очков. Догнать по ходу второй половины матча было сложно. Как результат, 71-83 в пользу гостей. И «Локомотив» повел в серии со счетом 2-1. 4-й матч пройдет в столице Татарстана завтра, 12 мая. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус. Комод в подарок. Доставка и установка тоже бесплатны. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь поговорим о погоде. В погоде пока без изменений, только ночные температуры в предстоящие сутки немного понизятся. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана предстоящей ночью будет ясно и до 1 градуса тепла. Днем же переменная облачность до 15 градусов выше 0, а к вечеру ожидается дождь. На северо-востоке ночью ясно без осадков и +2. Днем ожидается дождь, температура воздуха составит до 15 градусов тепла. На севере республики переменная облачность, временами с дождем. Ночью будет до 2 тепла, днем же до +15. На северо-западе переменная облачность, временами дожди, ночью будет около 0 градусов, днем же до +11. На юго-западе малооблачно, ночью до 2 градусов тепла. Днем местами ожидаются дожди, температура воздуха составит до 12 градусов выше 0. В центральном районе республики ночью ясно до 1 градуса тепла. Днем же местами дожди до 15 градусов выше 0. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и до 3 градусов тепла. Днем ожидается дождь до 11 градусов выше 0. Ветер юго-западный порывистый. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.